Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Состоялась встреча президента с депутатами парламента. Ашана открывает сбор средств для детей с ДЦП. Российским военным медикам вручили ведомственные награды и почетные грамоты за борьбу с коронавирусом. 15 декабря в зале заседаний правительства состоялась встреча президента Аслана Бжаня с Народным собранием Абхазии, в которой приняла участие часть депутатского корпуса. Участники встречи обсудили вопросы энергетики, внутренней и внешней безопасности, реализации инвестпрограммы, а также ряд других проектов. Глава государства рассказал о ситуации с COVID-19 в республике, проинформировал о том, что сделано по борьбе с коронавирусом в стране. С марта 2020 года по декабрь 2021 государством на борьбу с инфекцией совместно с юридическими и частными лицами потрачено 770 миллионов рублей, подчеркнул Аслан Бжаня. Каким образом эти деньги распределены? Расходы по дополнительной оплате труда медработников составили 183 миллиона рублей. Расходы на функционирование деятельности Гудоводского ЦРБ, пристройка помещения компьютерной томографии, питание пациентов, постельные принадлежности, приобретение пластин для рентгенаппаратов, медицинский кислород, биотехнические услуги, приобретение дизельного генератора 81 миллион рублей и приобретение, поставка расходных материалов, медикаментов и медицинского оборудования в целом по стране для других больниц 363 миллиона рублей. Вы знаете о том, что за этот период неоднократно к нам приезжали бригады врачей из Российской Федерации. Мы просили наших российских друзей, и они нам любезно такую помощь оказывали. Вы знаете о том, что неоднократно военный российский госпиталь развертывался в Абхазии по просьбе абхазской стороны, и это тоже сыграло существенную роль в плане противодействия ковиду. В настоящее время, вот именно сегодня, госпиталь убывает, там необходимо провести ротацию, некоторые регламентные работы, и через какое-то время, по мере необходимости, военный госпиталь в Абхазии будет развернут еще раз. Расширенный репортаж о встрече президента с парламентариями смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Между тем, депутаты парламента, отказавшиеся от участия во встрече с президентом Асланом Бжаня, аргументировали это тем, что в качестве места встречи был избран кабинет министров. По их мнению, разговор должен был состояться в стенах парламента. Как сообщает Апснопресс, депутаты планировали на встрече с президентом озвучить свое видение решения существующих в стране проблем. В Сухуме прошла встреча группы ветеранов, представителей общественности и политических партий, которые обсудили внутриполитическую ситуацию в стране. Существующее положение дел устраивает далеко не всех. По мнению собравшихся, действия оппозиции угрожают суверенитету Абхазии. Призыв к вооружению настораживает, говорили выступающие. Они считают, что оппозиция должна здраво конкурировать с властью и стать помощником в решении существующих проблем государства. А сразу после выпуска новостей смотрите прямой эфир по вопросам энергетики. Продолжаем выпуск. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву. Об этом абхазскому телевидению сообщил советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов, который будет временно исполнять обязанности посла. Алексей Двинянин был назначен на должность посла в марте 2018 года. До этого он работал заместителем директора 4-го департамента стран СНГ в МИД России. Двинянин сменил на посту главы российской дипмиссии Семена Григорьева, который занимал должность с октября 2008 года.
За вклад в борьбу с COVID-19 были врачи российского многопрофильного военного госпиталя награждены почетными грамотами Кабинета министров, Министерства здравоохранения Абхазии, а также медалями оборонного ведомства республики. За время своей работы на территории республики медики военного госпиталя показали высокий профессионализм и образцовое выполнение врачебного долга. Позвольте мне от имени правительства Республики Абхазия и от себя лично выразить слова глубокой признательности и искренней благодарности за ту неоценимую помощь, которую вы оказали народу Абхазии в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Развертывание многопрофильного мобильного госпиталя Министерства обороны России на территории Сухума, как и в прошлом году, позволило существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения Абхазии. Вашими специалистами было спасено множество жизней граждан нашей республики. Уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить вас за тот труд, который вы оказали здесь, на территории Республики Абхазия, в самые сложные времена, когда COVID-19 бушует на территории Республики Абхазия. В прошлый раз вы здесь были, и сейчас вы здесь находитесь. Огромное человеческое вам спасибо. 650 человек вы пролечили, более 1260 человек прошли амбулаторное лечение, более 4350 тестов ПЦР вы провели. Спасибо вам огромное за вашу помощь для всех граждан Республики Абхазия. Хочу солидаризироваться с теми искренними, теплыми словами, которые прозвучали в выступлениях предыдущих ораторов. Озвученные Эдуардом Валерьяновичем Будбой результаты вашей работы, они свидетельствуют о том, что вы добросовестно, честно и в полном объеме выполнили те задачи, которые были поставлены перед вами руководством Министерства обороны Российской Федерации. Позвольте мне от себя лично, от лица руководства посольства Российской Федерации в Абхазии, поблагодарить вас. Проделанную вами работу можно расценивать как показательный пример стратегического характера партнерских отношений между Российской Федерацией и Братской Республикой Абхазия. Еще раз спасибо вам большое. Я всегда, когда начинаю говорить в адрес Республики Абхазия, всегда начинаю вот так. Я знал Республику Абхазия, но я не знал, что в этой республике живут такие прекрасные, гостеприимные, отзывчивые люди. Вот практически все ведомства, особенно Министерство обороны Республики Абхазия, Министерство здравоохранения Республики Абхазия, настолько с нами взаимодействовали, что нам даже не приходилось ни секунды задуматься, когда у нас появлялись какие-то вопросы в плане взаимодействия. Все вопросы, которые возникали, решались молниеносно. Поэтому хочу выразить слова благодарности министру здравоохранения, министру обороны. Особенно хочу выразить слова благодарности дирекции, коллективу Айтар, где мы проживали, где были предоставлены нам прекрасные условия. Благодаря этим условиям мы по сегодняшний день не устали, готовы выполнить любую перед нами поставленную задачу. Продолжение темы COVID-19. По всему миру ужесточается борьба с коронавирусной инфекцией. К примеру, Google предупредил о возможном увольнении невакцинированных от коронавируса сотрудников. Срок сдачи подтверждений прививки – 18 января. Постоянное тестирование компания не считает действенной альтернативой вакцинации, сообщает РИА Новости. И в Абхазии ситуация с коронавирусом остается сложной. Руководство страны считает необходимым ужесточить контроль за соблюдением мер по нераспространению инфекции и призывает граждан своевременно вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. В Сухуме открылась мемориальная доска в честь абхазского детского писателя и поэта Джоты Топагуа. Кандидат педагогических наук, педагог-переводчик. Он внес значительный вклад в абхазскую педагогику и литературу. Джота Константинович – составитель ряда хрестоматий по абхазской литературе для начальных классов, автор многих учебников, программ и методических пособий. Поэт ушел из жизни в 2013 году. Мемориальную доску установили на улице Воронова на стене дома, в котором в течение долгих лет жил Джота Топагуа. Мероприятие организовано Союзом писателей Абхазии. На церемонии присутствовали представители интеллигенции, его родственники и почитатели творчества писателя.
Культурно-благотворительный фонд «Ашана» объявляет сбор средств для Миланы Гагусани и Дениса Аникина с диагнозом детский церебральный паралич. Ранее им уже были проведены операции. Сейчас требуется второе оперативное вмешательство. На лечение и реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей. Самая заветная моя мечта – это быть здоровой и больше не болеть. Вот так, шаг за шагом, 15-летняя Милана Гагусани упорно идет к своей мечте. Ведь ДЦП не приговор, его последствия можно свести к минимуму. Несмотря на диагноз, Милана самостоятельная девочка. Она любит читать, рисовать и лепить, часто помогает маме на кухне. Девочку вдохновляет музыка. Заслышав любимые мелодии, она сразу пускается в пляс. Вот только боль в ногах мешает радоваться жизни в полной мере. 8 месяцев ей было, когда поставили ДЦП. Потом с 8 месяцев массажи. Потом в Пятигорск ездили через фонд «Ашана». Делали там ботекс. Потом обратно занятия. Аслан с нами занимается. В 7 лет она начала самостоятельно ходить. В ноябре Милане была успешно проведена ортопедическая операция на правую ногу. Однако этого недостаточно. Девочке необходима вторая операция. Милана сильно прихрамывает и не может ровно ставить ножки. Уже видна хорошая динамика. Планируется провести вторую операцию на вторую ногу, так как и сложновато ходить. Если они сделают на вторую ногу эту же операцию, тогда улучшится ее походка, и тогда мы уже после операции будем заниматься. Она будет у меня проходить реабилитацию. Операции ждет еще один подопечный фонда – Денис Аникин с таким же диагнозом. Уже в январе детей ждут в клинике Субр Аствацамайер в Ереване. Необходимо собрать 467 тысяч рублей. У семей нет возможности самостоятельно оплатить лечение, поэтому одна надежда на неравнодушных людей. Сумма сбора 467 тысяч. В эту сумму входит операции в Ереване, подбор индивидуальных ортезов, тоже в Ереване, а также послеоперационная реабилитация уже в Абхазии с местными реабилитологами. Хочу обратиться ко всем нашим гражданам неравнодушным с призывом помочь, поддержать подопечных фонда «Ашана», так как они действительно нуждаются в нашей с вами поддержке. В октябре этого года, благодаря финансовой поддержке главного партнера фонда, компании «Премиум», была реализована медицинская акция для детей с диагнозом ДЦП. В рамках сотрудничества с клиникой 6 подопечных фонда прошли комплекс реабилитации. Детям провели биомеханику ходьбы на специальном аппарате. После проведенного обследования врачи вынесли решение о необходимости операции Милане Гагусани и Денису Аникину. У нас в клинике в медицинском центре Субр Аствацамайер в городе Еревана в ноябре были оперированы. Им произведена остеотомия костей правой голени. В настоящее время, учитывая данные клинического и инструментальных методов исследования, показана аналогичная операция слева. Благодаря операциям дети смогут ходить, не чувствуя боли. Самый легкий и доступный способ помочь – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальном сайте КБФ «Ашана». Давайте объединимся и исполним заветную мечту детей. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 5 специалистов пополнили ряды Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Молодые офицеры успешно завершили учебу в магистратуре Академии государственной службы МЧС России и вернулись на родину. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. В МЧС Абхазии прошла церемония вручения дипломов магистра выпускникам Академии государственной противопожарной службы МЧС России. 5 сотрудников спасательного ведомства страны в ноябре текущего года успешно сдали государственные экзамены, а 3 декабря защитили диссертационные работы по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Техносферная безопасность». Поздравляя своих подчиненных с окончанием учебы, министр по ЧС генерал-лейтенант Лев Квициня отметил значимость данного события для всего ведомства. Высокообразованные и дипломированные специалисты – это основа кадровой политики МЧС Абхазии, отметил министр.
По словам Льва Квициния, необходимо на постоянной основе поддерживать и совершенствовать полученные знания, которые будут уже подкрепляться приобретенным профессиональным опытом. В свою очередь магистры поблагодарили руководство МЧС Абхазии, а также руководство и преподавательский состав Академии государственной противопожарной службы МЧС России за ту помощь и поддержку, которая была им оказана на протяжении всего периода обучения. Затем министр вручил дипломы магистров старшему лейтенанту Саиду Чан-Оглы. Успехов, здоровья и благополучия. Спасибо. Служу Республике Абхазия. Капитану Беслану Ласурия. Служу Республике Абхазия. Майору Рустаму Ханагуа, подполковникам Лане Кагоне и Тимуру Квициния. Служу Республике Абхазия. Все души поздравляю с окончанием вуза. Утвержден график выплаты российской пенсии за декабрь. 16-17 декабря будет производиться выплата гражданам до 1940 года рождения. 20-21 декабря гражданам с 1941 до 1947 года рождения. 22-23 декабря гражданам, родившимся с 1948 до 1950 годов рождения. 24-27 декабря 1951 до 1953 годов рождения. 28-29 декабря с 1954 до 1956 года рождения. 30-31 декабря с 1957 года рождения. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 16 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами к концу дня возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.